В эфире итоговый выпуск новостей, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко об основных темах. Президент России Владимир Путин 18 июня совершит рабочую поездку в Якутск. О программе посещения. Индексация пенсий и повышение МРОТ. Озвучим главные события и решения недели по итогам работы правительства. На сегодня в лесах Якутии действует 85 пожаров и 3 природных пожара. О пожароопасной обстановке в республике. Якутск готовится к проведению Исеха Туймады. Расскажем, чем будут угощать гостей на празднике. Уникальный алмаз в честь Михаила Николаева. Бриллиант весом 78 карат представили в сокровищнице Якутии. Президент России Владимир Путин 18 июня совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле. В рамках поездки у президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и IT-индустрии. Глава государства уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев», «Амурский 2030». Общение с участниками этих программ, а также с деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке, стоит отдельным пунктом в рабочей поездке. Кроме того, запланирована встреча Владимира Путина с главой Якутии Айсеном Николаевым. Владимир Путин вывел из подчинения Минздрава Федеральное медико-биологическое агентство. Теперь это ведомство будет напрямую подчиняться президенту России. Указ об этом опубликован на портале официальных актов. Таким образом, агентство исключается из перечня федеральных служб, деятельностью которых руководит Кабмин. Ранее Владимир Путин вывел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству из подчинения Министерства обороны. Теперь ее работу также напрямую курирует глава государства. Озвучим главные события и решения недели по итогам работы правительства. Так, по поручению президента с 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий работающих граждан. Кроме того, с 2025 года МРОТ повысится на 15% и превысит 22 тысячи рублей. Семьи, проживающие в малых городах, смогут получить льготную ипотеку под 6%. Также правительство выделит около 2 миллиардов рублей на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников. А решить целый ряд задач позволит нацпроекты, средства производства и автоматизации и инфраструктура для жизни. Работа по ликвидации лесных пожаров продолжается. С начала пожароопасного сезона в республике выявлено 235 лесных пожаров и 30 природных пожаров. Было потушено 119 лесных и 15 природных. На данный момент в лесах Якутии действует 85 пожаров и 3 природных. В ходе патрулирования выявлено 91 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Задействовано у нас на данный момент 760 человек личного состава и 36 единиц техники. Вот по оперативной информации, буквально как раз озвучили на заседании КЧС, 6 лесных пожаров уже локализовано. 4 из них это Алекминский район, как раз где наблюдается самая сложная ситуация, где мы тушим 9 лесных пожаров. На авиамониторинг сегодня у нас вышло 11 самолетов и на тушении работало 9 вертолетов Ми-8. 2 года назад, 18 июня 2022 года, в Якутске был создан один из первых в России центров для подготовки добровольцев специальной военной операции. За это время подготовку прошли почти 1000 добровольцев, образовано 17 боевых отрядов. Подробнее расскажет Александр Хавренко. С началом специальной военной операции сотни мужчин, разные по возрасту и социальному статусу, решили пойти добровольцами на фронт. У многих за плечами не было даже срочной службы в армии, и чтобы не бросать на боевые действия совсем неподготовленных бойцов, в Якутске открылся один из первых в России Центр по подготовке добровольцев. Максим с позывным «Зауч» когда-то пришел в центр совершенно неподготовленным новобранцем. Сейчас же у него за плечами 2 командировки на специальную военную операцию и полная грудь орденов и медалей. Все, что тут тому учат здесь, все пригодится там, потому что тут мы готовим стрелков же. А там базовая самая должность – это стрелок. Соответственно, каждый из боттеров, который приезжает, он становится стрелком. Путь стрелка проходит, потом уже распределяется по боевым должностям. Вот так как батальон большой, там есть очень много направлений работы.
Ну, самое основное, конечно, это стрелок. Это огневая подготовка, тактическая медицина, топография. Через центр подготовки проходили и люди, когда-то носившие погоны, а после ухода в отставку решившие поехать на специальную военную операцию. И именно здесь они постигали основы военной науки. Да, учиться никогда не буду. Она всегда помогает. И она помогла в том плане, что да, я понял, что надо действовать в тех или иных ситуациях правильно все. И все-таки это очень много дает Батур с молодым ребятам. Ну, я сам возрастной как бы, но и мне тоже очень много узнал нового, который я даже не знал. Хотя я сам с органов. Братство Батура, я думаю, это на века, навсегда. Очень хочется, чтобы мы всегда поддерживали друг друга. И очень рад, что и нас поддерживают, и правительство, и люди поддерживают. Ну, отряд Батур – это, наверное, вечное братство на века. За 2 года существования центра через него прошли более 1000 добровольцев. Более 350 из них удостоены высоких боевых наград. Среди них и Золотая звезда Героя России, и Ордена Мужества, и награды Донецкой и Луганской народных республик. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Также в Якутии продолжается отправка помощи бойцам СВО от органов исполнительной власти. В этом месяце к отправке готовят порядка 20 различных автомобилей. Сегодня передали 2 машины. Подробнее в следующем материале. 2 микроавтобуса марки «Фиат» были получены представителями Народного фронта. Вместительные новые машины будут задействованы в перевозке бойцов и доставке гуманитарной помощи. Их отправку и передачу бойцам-якутянам осуществит Народный фронт. Фонд «Все для победы» собирает не только машины, подготавливает их и передает бойцам, но и необходимые технические условия, гуманитарную помощь. Это огромная работа, которая ведется по территории всей страны, в которую вовлечено огромное количество людей. И в рамках именно «Все для победы» передаются вот эти машины от федеральных органов исполнительной власти в зону проведения СВО. Помимо этого, сотрудники бюро каждый месяц с начала спецоперации по сей день отправляют различные вещи для бойцов. Маскировочные сети собственного плетения, блиндажные свечи, одежду. С Народным фронтом нас связывает и будет связывать разовые работы, которые проводит наше учреждение. Мы помогаем не только Народному фронту, но вот ежеквартально у нас есть план работы, по которому мы передаем и материальные деньги, и собираем разного рода вещи, необходимые для нашей победы, стараясь таким образом внести свой вклад нашего учреждения. И наши машины, я надеюсь, тоже внесут свой достойный вклад в эту работу. Всего в этом месяце Республиканский народный фронт отправит в зону СВО более 20 единиц техники. Уже на следующей неделе машины отправятся в путь сначала в Нерюнгри, а после по железной дороге в Ростов, где далее технику доставят бойцам-якутянам. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Квартал будущего. Микрорайон «Звездный» в южной части Якутска – это не только часть мастер-плана, но еще и наглядный пример комплексной застройки территорий. В ближайшие несколько лет в нем появятся социальные объекты и вся необходимая инфраструктура. О том, как идет строительство, в материале Петра Васильева. В 2023 году глава государства утвердил мастер-планы Якутска и Нерюнгри, включающие в себя 133 объекта. Один из них – микрорайон «Звездный». Здесь идет строительство многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Со стороны проектировщиков многоквартирных жилых домов впервые взаимодействовали в таком крупном масштабе с сетевыми организациями, с городом, с различными управляющими структурами. Ну, в принципе, руку набили, и уже считаем, что следующие объекты у нас пойдут более, скажем так, увязанно, более одновременно, да, и будут вводиться уже полностью готовыми со всеми элементами благоустройства и инженерного обеспечения. Строительство жилых кварталов невозможно без строительства инфраструктуры. Зимой этого года на территории Звездного началось строительство водоузла. Это позволит обеспечить питьевой водой всех жителей нового микрорайона, а также близлежащие дома до поста ГАИ на Покровском тракте. Рядом с водоузлом также будут установлены 2 резервуара с чистой водой, каждый из которых сможет вместить в себя по 2000 кубометров. Завершить строительство объектов планируют к 2025 году. Временные септики сооружены. Это решение временное, потому что у нас по договору технического присоединения работы должны быть завершены 30
марта 2025 года. Это опять-таки продолжение той работы, которую мы ведем уже 3-й год. Кроме водоузла ведется и строительство квартальной котельной. Возводится детский сад на 315 мест, школа на 990, поликлиника на 600 посещений в смену и крытый каток. В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» сюда переселяются жители признанных аварийными жилых домов, в том числе из 17-го квартала. В прошлом году был заселен сектор А микрорайона. Это 7 многоквартирных домов общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. Комплексное развитие территории, оно собой подразумевает полностью решить все вопросы, не только жилья, но и социальную инфраструктуру, которая у нас должна быть там. И кроме того, в рамках инфраструктурных проектов, которые у нас на сегодняшний день реализуются, привлечены средства на водоснабжение и на обеспечение канализационными сетями данного квартала. Напомню, в целом в республике в этом году ожидается ввод 93 домов, где по программе переселения приобретены жилые помещения общей площадью в 152 тысячи квадратных метров. Петр Васильев, Нюргун Старостин, Якутск. В Намском Улусе встретили огонь игр «Дети Азии». Первым провел факел мастер спорта, победитель игр Дыгына Юрий Эверстов. Далее огонь игр по центральной улице пронесли 17 прославленных спортсменов, которые внесли особый вклад в развитие района. На заключительном этапе эстафеты «Факел с огнем» принял глава Улуса Юрий Слепцов. Завтра огонь прибудет в городской округ Жатай, а завершающая передача пройдет 26 июня в Якутске, в день открытия международных спортивных игр «Дети Азии». В Намском районе сегодня отличная погода, эстафета прошла опять же на высоком организационном уровне. Очень много зрителей, очень хорошая, классная атмосфера. Дети особенно украсили сегодняшнее завершающее финишное мероприятие. Но мы очень рады, что провели эстафету в Намском районе. На 8-е международные игры в Якутске ожидается приезд 24 команд из зарубежных стран и 5 регионов Российской Федерации. Всего ожидается около 3000 участников. Самые большие команды едут из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Белоруссии. Все спортсмены будут проживать в спортивной деревне на территории кампуса СВФУ. По объектам будет налажено передвижение по шаттловой системе. По линии обеспечения перевода мы тесно сотрудничаем с нашим Северо-Восточным федеральным университетом, и совместно с дирекцией мы подписали договор о переводческом обслуживании игр. Подобраны переводчики-атташе, переводчики на объектах и переводчики официальных мероприятий. Команда Белоруссии будет одной из самых крупных на предстоящих играх «Дети Азии». Белорусские баскетболисты уже готовятся к соревнованиям в Якутске. Сборная впервые принимает участие в играх. В настоящее время участники проходят учебно-тренировочный сбор. Так, в баскетболе 3 на 3 представят одна мужская и одна женская команда. Турнир игр «Дети Азии» пройдет с 27 июня по 2 июля этого года на Комсомольской площади Якутска. Хранительница Севера кукла Кындыкан покорила космос. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» доставил на Международную космическую станцию детский символ Севера и Арктики. Как это стало возможным, узнаем в следующем материале. Дело, начавшееся с личной инициативы Илан, которая является непосредственным потомком Кындыкан, за несколько лет выросло в большое творческое объединение и масштабный социальный проект, где традиции переплетаются с современными технологиями. Кындыкан – это душа Севера. Эта реальная история берет начало 200 лет тому назад. В стойбище полностью вымершем от оспы уцелела, в живых осталась маленькая девочка по имени Кындыкан. То есть это реальная история. Как она выжила, до сих пор остается большим вопросом. Идея отправить куколку в космос была заложена давно и стала возможной в этом году. Создать куклу помогла мастерица Харчана Бапагай. На скафандр отважный Кындыкан нанесен логотип 8-х игр «Дети Азии». У маленькой куклы есть и собственная ракета, изготовленная мастерами из Нерюнгри. Илана говорит, что у куколки нету домика. Вот мне сразу пришла идея, что домик должен быть в виде ракеты. Сделал чертежи на ракету. Его товарищ и партнер по бизнесу тоже решил поучаствовать в проекте и, прочитав сказку по вдохновению, создал эскиз для ракеты.
Кындыкан является как бы общеобъединяющим таким символом, который поддерживает культуру народа Крайнего Севера. Она также хочет стать таким символом народа Севера, как Покахонтас, Мулан, потом еще Маугли, которые, ну, все, получается, континенты, которые мы возьмем, да, вот у каждого континента есть символ. И вот символ нашего Севера, ну, нашей вот Якутии необъятной, да, это является Кындыкан. Для реализации этой идеи нерюнгринцы пришли в семейную мастерскую по изготовлению индивидуальных изделий из дерева. Мы воплотили это в программе и, скажем так, поучаствовали в этом проекте, сделав ракету для куклы Кындыкан. Цель была достигнута, и нам очень приятно, что мы приложили руку к такому проекту, и сейчас вот кукла Кындыкан находится над нашей землей на МКС. Очень рады этому. Отмечается, что отправка куколки Кындыкан на МКС не является конечной целью проекта. Это только старт будущих целей. Готовится образовательный контент с Кындыкан, который планируют распространить во всех уголках планеты. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Москве прошла презентация книги Алексей Тамтосов. Эта художественная биография посвящена нашему знаменитому земляку. Алексей Александрович – человек-эпоха, настоящий авторитет. В свое время он работал в ЦК КПСС, был мэром Якутска, затем замминистра по межнациональным отношениям Российской Федерации. Сыграл значительную роль в новейшей истории страны. Книгу написала народный поэт республики, заслуженный работник культуры России Наталья Харлампьева. Биография вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Первый тираж составил 1000 экземпляров. Сложность состояла в том, что писать про человека, который живет и здравствует, и на фоне той эпохи, в которой было очень много катаклизм, изменений, было достаточно сложно. Но я считаю, что книга получилась, потому что Алексей Александрович Тамтосов – это человек неординарный и оставивший свой след в общественной жизни не только нашей республики, но и в целом, наверное, России. Якутск активно готовится к проведению Сеха Туймаады. В настоящее время проводится проверка продуктов питания на требования пищевой безопасности. Чем будут угощать гостей, узнавала Вероника Таюрская. Кумыс, оладьи и харта. На Сехе Туймаады жителей и гостей Якутска ожидает изобилие якутских национальных блюд. Как и в прошлые годы, местные предприниматели представят свою продукцию в более чем 60 торговых павильонах. По питанию, естественно, мы не отходим от традиций народа Саха. В любом случае, то есть все точки общественного питания будут представлять блюда якутской национальной кухни. Ну и, соответственно, будут прохладительные напитки, будут национальные напитки бырпах, кумыс. Вся продукция будет сертифицирована. Программа Сеха Туймаады включает в себя гастрофестиваль. Так, силами Ассоциации рестораторов и ательеров республики будет поставлен рекорд по приготовлению самой большой оладьи. Жарить ее будут на сковороде диаметром в 2 метра. Организаторы также планируют поставить рекорд по готовке конины на самом большом вертеле. Будем организовывать фестиваль национальной кухни Сандалыта. И на этом месте, именно Тюсюльге Сандалы, мы будем готовить очень много интересных мероприятий. Это будут и конкурсы по чистке карасей, это будут и конкурсы по приготовлению такого блюда нашего национального кёрчах, это будут конкурсы по поеданию якутского блюда вафли, сахалы-бахлы. Проведут и мастер-класс по приготовлению жеребятины. Опытный шеф-повар покажет необычную подачу блюда и как использовать местные продукты в высокой кухне. На мастер-классе на местности Ющхатын мы будем готовить блюда из жеребятины с элементами молекулярной кухни, с нашими якутскими дикоросами. Там будет присутствовать ягода жимолость. Это будет блюдо в виде холодной закуски и с интересным соусом. В мастер-классах участвую не впервые, опыт у меня был, но именно на Исехе, на празднике у меня будет первый опыт. На будущий год, думаю, что-нибудь еще придумаем. Приходите, будет интересно и вкусно.
Во время Исеха Туймады жителей и гостей столицы ожидает множество мероприятий в сфере гастрономии. Напомним, праздник белого изобилия пройдет с 29 по 30 июня в местности Усть-Хатын. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В дни проведения Исеха Олонхо в Амге для перевозки гостей и участников праздника привлекут 14 паромов. Транспортные средства будут обеспечены пропусками для проезда на паром вне очереди. На автомобильной дороге Амга идут работы по выравниванию дорожного полотна. С 18 июня на дороге будет ограничено движение грузового транспорта. В селе Майя оборудуют мобильный пункт весового контроля. Также обеспечат обеспыливание. В месте проведения Исеха Олонхо у нас будут организованы 4 маршрута, временных маршрута автобусных, которые будут курсировать внутри села Амга на бесплатной основе. Могут население, гости ездить к месту проведения Исеха, от места размещения до места проведения Исеха Олонхо. Уникальный алмаз в честь Михаила Николаева. Этот уникальный камень, добытый в 2001 году в Вайхальском ГОКе, алмаз весом 78 карат, представили в сокровищнице Якутии. Подробнее расскажет Дарья Короленкова. Очень приятно то, что выставляется на экспозицию алмаз, который носит имя первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Присвоение имени уникальному камню в очередной раз подчеркнуло огромный вклад Михаила Ефимовича в развитие алмазодобывающей отрасли, экономики и других сфер жизнедеятельности региона. И это не первый случай, когда уникальные алмазы и самородки драгоценных металлов получают именно в честь выдающихся людей или значимых событий. Традиция. Все наши первые государственные деятели, Максим Амосов, Исидор Бараков, Платон Иунский, Степан Аржаков, их имена все увековечены именно в алмазах, редких кристаллах, крупных кристаллах алмазов. Вторым событием является в августе этого года состоится 75-летие обнаружения первых алмазов у нас в Якутии. Это событийное мероприятие, значимое событие прошлого столетия. Также на выставке представлены личные вещи Михаила Николаева, такие как рукописи, ручки и папка первого президента. Посетители смогут увидеть его награды, включая орден «Полярная звезда», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и орден Русской Православной Церкви «Славы и чести», врученный патриархом Кириллом. Конечно же, сакральным является здесь эта папка и ручка первого президента, рукопись, которую он собственноручно писал в приветствии к Международным спортивным играм «Дети Азии» 2016 года. И труды тоже здесь представлены, поэтому каждый житель нашей республики, гость, может ознакомиться с этим уникальными экспонатами личного фонда Михаила Ефимовича Николаева. Выставка будет работать до конца этого года. Жители и гости республики могут увидеть этот камень и узнать о его истории. В будущем Центр Николаев планирует сделать выездные выставки в районы Якутии, чтобы каждый смог ознакомиться с личными достижениями Михаила Ефимовича Николаева. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Проект кинокомпании «Саха-фильм» режиссера Алексея Романова «Легенды вечных снегов» получила гран-при Бишкекского международного кинофестиваля. Это мистическая драма, ставшая продолжением короткометражного фильма «Маппа», снятого Алексеем Романовым в 1986 году. Она рассказывала о трагической любви молодого человека. В продолжении главный герой возвращается к этой истории спустя много лет. Сценаристом фильма стала Любовь Борисова, а продюсерами Сардана Савина и Алексей Егоров. Отмечается, что на фестивале у якутской ленты было много конкурентов. Мероприятие собрало около 200 участников из разных стран. К этому часу это все новости. До встречи в эфире.